Слово предоставляется Осмону Курманбек Эргешевич. Уважаемый суд, поводы и основания обращения в Конституционный суд я изложил в своем ходатайстве, считаю достаточно аргументированно и мотивированно. Значит, сейчас в административном суде города Бишкек и даже в городском суде имеется десятки, много дел, связанных с постановлением мэрии. И большую озабоченность вызывает тот факт, что в этом постановлении мэрии от 12 апреля там прямо указано: земли изъять, а незаконно возведенное строение осуществить, как там написано, осуществить снос. Это прямо указано в постановлении мэрии. Вот это вызывает сильную озабоченность. Ну, я немножко отклоняюсь от текста своего ходатайства. Хочу доложить вам, уважаемый суд, что в прессе, в средствах массовой информации, значит, вот это нашло достаточно широкое распространение, причем с использованием неправительственных организаций, отдельных журналистов, блогеров и так далее. Суть заключается в том, чтобы создать общественное мнение вокруг вот этих строений, вокруг земель на территории, якобы на территории парка Ататюрк. И там утверждается, что вот эти земли были самовольно захвачены чиновниками разного рода, коррупционерами, нечистыми на руку людьми, и построены дома незаконно, на незаконно, занятых землях. У простого гражданина, конечно, это вызывает справедливое возмущение и нарекание. Как это так? И там перечисляются ряд государственных чиновников, в числе которых есть выдающиеся государственные деятели, герои Кыргызстана и так далее. Есть работники, государственные служащие, руководители, в том числе мы, судебных органов, органов прокуратуры и так далее, и так далее. И в обоснование официально, в обосновании этого постановления мэрии якобы ставится вопрос о том, чтобы вот этот парк Ататюрка, этот парк раньше парк дружбы назывался, а еще потом позже назывался парк имени 50-летия СССР. И в разные периоды граница этого парка изменялась неоднократно. Я просто по памяти знаю, работая в правительстве, вот эта территория, участки, так называемой парковой зоны, раза 4 рассматривались, и они были изменены специальными решениями правительства, а не мэрии. Что касается статуса мэрии. Мэрия раньше была горисполкомами, исполнительным органом местной власти. Потом городская государственная администрация. Сейчас называется мэрией, что является исполнительным органом местного самоуправления, подчиняющийся городскому кеңешу, представительному органам. Однако, при
Наверное, это характерно не только для мэрии, для многих других и ведомственных органов, отраслевых министерств и комитетов. Вот при принятии ведомственных административных актов совершенно, мне кажется, совершенно, я могу смело это утверждать, совершенно не учитывается, значит, требования закона о том, что при принятии такого рода актов в первую очередь должны соблюдаться конституционные требования, конституционные принципы и установленные принципы другими законами. Вот в том же законе о местной и государственной администрации и органах местного самоуправления в начальной статье указано, что акты органов местного самоуправления принимаются на основе законов, нормативно-правовых актов, и они не должны противоречить и нарушать права и свободы человека. Это общие требования не только для мэрии, для всех. Уважаемый суд, мы не знаем по способу принятия постановления, как это постановление принималось. Коллегиальным путем, путем внесения на заседание коллегии мэрии. А в законе указано, мэрия является коллегиальным органом. Мэр, в законе сказано, подписывает постановление, а не принимает. Подписывает, если они приняты коллегиально. Мэр вправе единолично подписывать и принимать распоряжение, акт в виде распоряжения. Ну, это по отдельному ограниченному кругу вопросов. А по вопросам, прямо затрагивающим общественные, государственные интересы, и в том числе права и свободы граждан, должны приниматься по способу принятия коллегиальным путем. Мы не знаем, есть ли сейчас протоколы этого заседания, как принимались, как голосовали члены коллегии мэрии. Я надеюсь, что в ходе заседания суда этот вопрос тоже будет выяснен путем опроса представителей. В административных судах есть дело о признании незаконными и отмене вот этих постановления, касающихся предоставления мне земельного участка. Я там не сторона по делу. Меня привлекли в качестве третьего лица. А сторонами там является, хочу обратить особое внимание, уважаемый суд, значит, ответчик мэрия, а истцы, хотя вот этого рода заявления, они должны рассматриваться в общих судах, в судах общей юрисдикции, в том числе административном суде, в порядке особого производства. Они везде пишут исковое заявление, и, значит, истцом выступает структурное подразделение самой мэрии, управление по землеустройству, еще одно управление, которое является правопреемником управления фонда госимуществом. Вы понимаете, вот, то есть постановление своего начальника оспаривает подчиненный. Между тем, вот этим постановлением мэрии все постановления по парку Ататюрк, касающиеся выделения земельных участков и разрешения на строительство, они отменены самим мэром. Более 200 постановлений отменены. Несмотря на это, вот эти свои же управления, свои структурные подразделения заставляют подавать в суд, обращаться в суд. Видимо, в процессе вот всех этих дел, наверное, подсказали кто-то мэру, нельзя вот так писать, изъять земли, а дома снести. Это функция, полномочия, прерогатива только судебных органов. Так сказано в Конституции и на прессе. Вот
такие диалоги происходили. И он сейчас изменил редакционно вот это свое постановление. Там написано было: изъять земли, а дома снести согласно приложению. А в приложении указаны вот эти вот около 200 постановлений. Вот. Теперь вот слово «согласно приложению» они заменили по решению суда. Если даже исходить из этой редакции, последней измененной редакции вот этого вот постановления, то мэр, ну, как бы поручает или обязывает судебные органы: давайте рассмотрите, изымите и вынесите решение о сносе вот этих всех домов. И вообще ни у кого не вызывает в Конституции закрепленный принцип, что никто не может быть лишен собственности произвольно. В Конституции, в самой Конституции, в основном законе записано: в случаях изъятия имущества в государственных и общественных нуждах, для государственных и общественных нужд производится справедливое и предварительное возмещение стоимости изымаемого имущества. Что такое предварительное? То есть до сноса должны выплатить стоимость, а потом уже сносить. И не только это. Там Конституция прямо предусматривает возмещение еще убытков, не только стоимости, но убытков, связанных со сносом. И, как я вначале сказал, любой акт любого государственного органа местного самоуправления должен соответствовать Конституции и приниматься во исполнение законов, нормативно-правовых актов, записано в этом самом законе. Не говоря уже о Конституции. Конституцию свято должны исполнять, охранять все государственные органы, все его должностные лица. Уважаемый суд, я в своем ходатайстве попытался обосновать, я не хотел бы снова их зачитывать, я постарался, более простым, доступным языком изложить свое видение. Вот еще раз хочу обратить внимание, в статье, в той же 44-й статье закона о местной государственной администрации в органах местного самоуправления. Пункт 2, первый абзац, первое предложение записано: постановления издаются на основе и во исполнение нормативно-правовых актов. Вот это акт, который должен приниматься в коллегиальном порядке. Распоряжения – это единоличный акт мэрии, издаются по оперативным, организационным и кадровым вопросам. Это такие локальные вопросы, которые входят в полномочия мэра, и сам может кого-то назначить, кого-то уволить, кого-то перевести и так далее. Это по таким вопросам. Теперь при принятии любого акта, любой государственный орган, и законотворческий орган, и другие государственные органы должны исходить из принципов действия закона, принимаемого, актов, принимаемых во времени, в пространстве и по кругу лиц. Должны четко, ясно себе представлять. Вы понимаете, сейчас вот эти отмененные мэром акты, они 20-летней давности, в начале 2000-х годов, 2003, 2004, 2005 годы, уже 20 с лишним лет прошло с тех пор. И они не просто были изданы. Когда начали поднимать и теребить прежних мэров, вот в наше время было мэром Керимкулов, Медет Керимкулов. Он вытащил и показал распоряжение президента, распоряжение правительства, обязывающее его,
предоставить земельные участки, значит, государственным служащим, которые не имеют частных домовладений и так далее. Я не знаю, стоит ли вам докладывать историю о том, что каким образом я получил этот земельный участок. Если скажете «да», я могу доложить. Если скажете «не нужно», я обойду этот вопрос. Ну, если очень коротко. А? Если очень коротко. Уважаемый суд, в 2003 году, 9 мая, мы провели и приняли парад Победы, в День Победы. После нас на чай пригласил там же мэр города Керимкулов. Был президент, первый президент Кыргызстана Аскар Акаевич. Ну, сидели, разговаривали об общих делах государственных. Президент начал спрашивать: у тебя дом есть, участок, там, где живешь и так далее. Ну, я рассказал, собственности не имею. Проживаю там в госрезиденции. До этого там жил, ну, частные квартиры, дома. Вот. Ну, у других поспрашивал. Потом он сказал: Медет Темирбекович Керимкулов, вот надо рассмотреть вопрос о предоставлении земельных участков вот нашим соратникам, нашим товарищам, которые мы вместе работаем, не покладая рук днем и ночью, мол, и так далее. Вот. Чтобы они взяли кредит, заманбап үйлерді құрсын, современные хорошие дома, этим самым окажет большую помощь градостроительству и, значит, снимут вопрос об обеспечении их, не только их самих, но и детей от просьбы предоставить жилье и так далее. И мы совершенно даже не ожидали и не ждали, но нам в мае в том году, в общем, предоставили. Все правоустанавливающие документы есть, постановления мэрии есть, они принимались коллегиально, все как положено. Все правоустанавливающие документы есть. Я до этого был депутатом законодательного собрания, там тоже не имеющим, мне предоставили земельный участок, был предоставлен, но при приходе в правительстве я пришел в Джавахар Кеңеш, управлению делами официально сдал тот земельный участок, который ранее мне было выделено, это в районе вот старого аэропорта там. Вот, то есть ничего лишнего, как говорится. И не скрою, скажу откровенно, при каждой смене власти все проверяли во главе с президентами, с руководителями администрации, и при Бакиеве, и при Акаеве, и при Временном правительстве. Все искали, всякие возможные изъяны. Ничего не нашли. До этого, оказывается, в судебных органах, в общих судах рассматривались дела, связанные с предоставлением земельных участков. Вот. Есть судебные решения по каким-то заявлениям. Я даже их не смотрел и не интересовался. Работая председателем Верховного суда, по этому вопросу я всегда избегал каких-то официальных разговоров, каких-то непроцессуальных, неофициальных разговоров. Все должно быть по закону. И сейчас же я занимаю такую же позицию. Никого ни о чем мы не просим. Мы просим рассмотреть вопросы права, которые подлежат рассмотрению в Конституционном суде. Уважаемый суд, конечно, это не красит, создают проблемы для самих государственных органов, принимающих вот это вот постановление. Но любой грамотный, осведомленный человек скажет, что за постановление. Для интереса можете просто почитать, посмотреть. Там, как я уже неоднократно сказал, прямо записано: изъять и снести. Незаконными эти строения, кстати, никто еще не признавал. Не признавал. Никакой суд, никто.
ни какой-либо другой орган. У всех есть. Кстати, из первых владельцев остался там, оказывается, я и Костюк. Остальные все продали, каким-то образом сделали отчуждение своего домостроения. Сейчас там третий, четвертый, пятый, десятые хозяева. И в основном мигранты, которые отработали в России, там, в Казахстане, в других государствах, и купили там, живут. Это вызвал вот такой большой, я бы сказал, общественный резонанс. Вот. Ну, там тоже я не встревал ни в какие вопросы, просто веду себя как законопослушный гражданин. И, уважаемый суд, в заключение я хочу попросить, я поддерживаю свое ходатайство, поддерживаю ходатайство гражданина Мацакова. Наши дела объединены, поскольку объединены в одно производство. Я с другим обратившимся лицом Мацаковым не знаком. Впервые я его увидел здесь, при проведении беседы уважаемого Карбека Арсланбековича, судьи Конституционного суда. Раньше я не знал. Я с его лично доводами не связан никаким образом, но поддерживаю, присоединяюсь к мнению. И согласно статье 52 Закона о Конституционном суде, акты, основанные на законе, признанном неконституционным, они отменяются, они не подлежат исполнению, то есть они как бы аннулируются. Это согласно требованию статьи 52. Я хочу вот этот довод, прошу вас, этот мой довод был вынесен в протокол судебного заседания, и при принятии решения вот этот момент тоже было бы хорошо, если бы было бы отражено в решении Конституционного суда. Я прошу удовлетворить мое ходатайство, уважаемый суд. У меня все. Если есть вопрос, я готов ответить.